Мы находимся на реке Лена, правильно, акционеры компании «Водоканал» на водозаборе. С нами Павел Танин, пресс-служба водоканала. Павел, может, расскажете, чем примечательно вот это строение и почему здесь так много народу? Ну, вот это строение, точнее, даже можно объектом назвать, это является ковшом знаменитым на 110 тысяч кубометров в сутки рассчитанный, с которого непосредственно поднимается вода в станцию первого подъема, потом очищается и уже попадает в водопровод городской. Отсюда прямо вода с реки Лена попадает в систему очистки, скажем, что система очистки. То есть сама река идет вот здесь такой организован небольшой затон, и сюда уже вода, естественно, по всем нормам, нормативам, в том числе предотвращая какие-то первичные попадания загрязнений, крупный мусор максимально пытаясь его элиминировать, остается здесь в том числе отстаивается и так далее. Ну и зимой, что удобно, здесь очень чистая вода сама по себе, за счет того, что она находится под толщиной льда. Что мы конкретно здесь сегодня делаем? Вот у нас была эстафета кросс, посвященная Дню реки Лены, и после этого у нас прямо сейчас проходит субботник. Ранее мы также убирались на прибрежной территории реки Лены с другой стороны наших водозаборных сооружений. Тогда мы запускали эстафету «Чистый берег» среди водоканалов России. Ну и, естественно, это все-таки не должна быть разовая акция в плане защиты окружающей среды, уборка территории и прочее. Мы должны заботиться о том, чем пользуемся в нашем случае рекой Лены и вообще об окружающей среде, потому что мы живем на этой планете. И у нас все-таки систематически проходит все-таки, там, несмотря на все системы, небольшой мусор в виде палок, коряк поступает, остается на, так сказать, береговой линии этого ковша. И сейчас наши сотрудники, в том числе участники эстафеты, независимые экологи, вместе с нами сегодня убирают этот мусор, который попал в этот ковш. И хотелось бы Да, конечно, у нас постоянно руководящий состав, начальники отдела, в том числе заместитель директора, директор часто, всегда принимают участие в подобных акциях, потому что, как я уже сказал, у нас есть четкое понимание, что, во-первых, это река, из которой мы берем воду для того, чтобы обеспечить ей население города, в том числе там каких-то пригородских территорий, поселок ЖТ. Тем более сегодня уже на экономическом совете в апреле говорилось, что полномочия водоканала должны расшириться на республиканский уровень. И охрана водных объектов, в нашем понимании, должна осуществляться не потому что надо, а потому что мы это хотим делать. То есть, я привык, что обычно при таких объектах, все это убирается каким-то механическим роботами, без людей никак. Не, люди, тут скорее идет люди не потому, что необходимость в людях, а вот именно своим примером показывать. То есть, возьмем какого-нибудь простого человека, который тоже радеет за чистоту окружающей среды, у него нету средств нанять какого-то условного робота, как вы сказали. Он может решить своим силами, мы своим примером хотим показать, что просто все это зависит. Если у нас техника, нету техники, мы можем прийти, если нужно, своими руками взять и навести какую-то чистоту. Но в первую очередь, конечно же, главное не мусорить. В нашем случае река принесла, на реке не скажем, не мусори, пожалуйста. Это все природные явления, это естественно такие процессы. Вот здесь мы находимся, это как сокровенная, наверное, города Якутска. И оттуда забирается вода, которую мы пьем, очищается и нам подается. Вот здесь именно. Здесь участвуют в этой акции независимые экологи. Вот там, видите, они ходят. Но есть представитель, которому мы позвали. Можно вас? Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь, чтобы мы понимали, а то независимые экологи для нас это достаточно интересная тема. Ну, меня зовут Егорова Кристина, я председатель общества независимых экологов. Общественных создали осенью 2017 года после ситуации с аварией в реке Лях и Вилюй. Мы работаем для блага Якутии, для улучшения и участвуем в разных мероприятиях, в том числе эстафеты в честь реки Лена. И субботники тоже принимаем участие. Нет, я первый раз здесь, мне очень понравилось, очень красивое место, очень много чистые реки. Не только Лена, но и Вилюй. Я знаю, что вы еще и инженер, и вот такие инженерные сооружения, это, наверное,
Да, я сама еще ведущий инженер по гражданской обороне и пожарной безопасности и экологии. Сейчас я в отпуске и решила принять участие. Я считаю, что такие сооружения необходимые для всех поселков, всех городов. И вот они, сетка рабица, все укрепили. Укрепители это называется сооружение. Да, тут река в основном бытовая, пластиковые бутылки мы вот посмотрели, есть бумажка, есть бумаги, есть картона, есть. А на реке Вилю это же техногенная же мусор, это химические вещества, сточные воды, промышленные стоки, это немножко другое. Там тоже нужны очистные сооружения для промстоков. И также необходимо гидротехнические сооружения тоже, чтобы все были по паспорту, все как положено. Я считаю, для недропользователей это первое, то, что они должны сделать. Они не должны только потреблять, а должны еще и соблюдать экологические законы и законы природы, можно так сказать. Как эколог, как вы относитесь к тому, что водоканал непосредственно этим занимается? Очень хорошо, у них очень хорошее предприятие. Считаю, что они на правильном пути, то, что они заботятся об экологии и организуют такие мероприятия для, как пример, я думаю, у них сейчас уже вода чище стала после паводка. Мы все это ощутили. Я думаю, в правильном направлении сейчас. Как, пользуясь случаем, как независимый наверное, поздравите, призывайте, я вам предоставляю такую возможность. Да, мы всех поздравляем с Днем реки Лена. И хотим вас всех призывать, чтобы все, каждый поселок тоже провел субботник на берегу и также провел эстафету. Мини-эстафету можно из всех желающих. Это, думаю, будет пример для всех поколений. Думаю, также сейчас необходимо, вот по дороге, когда ехали сюда, в водозабор, это же далеко от города, мы заехали в одну фирму, Экопартнер. Они сказали, что собирают мусор, пластиковый мусор бесплатно от населения. Им просто надо позвонить, через 2 ГИС найти и сдать. Можно бумагу и пластик бесплатно можно сдать. Повторите название этой фирмы. Экопартнер. Да, в 2 ГИС они есть, на Советской армии тоже находится тут по дороге. Ну, я могу сказать, что спасибо водоканалу, что он проводит такие акции. И, кстати говоря, ничего сложного я не вижу. Взяли мешок мусора и прошлись по берегу Лены и собрали его. Дальше здесь на водоканале специально весь мусор собирается в определенной точке и выводится. Сейчас на берегах Лены есть такие точки, вы можете тоже в этом поучаствовать. А пока просто посмотрите, что люди делают.